Независимая студия документальных видеофильмов «Асти» представляет Сергей Сорокин, Татьяна Рожина, Александр Ильин, Николай Аникин с авторской программой «Как заработать миллион». Мало кто из нас пока лично имел дело с налоговой инспекцией, но совсем скоро многие из нас должны будут познакомиться с этим учреждением поближе. Почему и как, об этом, как говорится, чуть ниже, а пока приоткроем дверь налоговой инспекции города Сыктывкара. Вот уж никак я не думала встретить здесь людей, каждый из которых только за последние 9 месяцев уже заработал миллион. Правда, не в свой карман, а в бюджет города. Вы спросите, как? В ответ на этот вопрос я назову вам несколько цифр. В Сыктывкаре зарегистрировано 2249 предприятий. Все они, естественно, платят налоги, но не все правильно. Проверками, проведенными налоговой инспекцией, дополнительно взысканы платежей в бюджет города по налогу с прибыли предприятий 49 миллионов 900 тысяч рублей. Из них только штрафные финансовые санкции за нарушение налогового законодательства составили 23 миллиона 700 тысяч. Кроме того, по налогу на добавленную стоимость дополнительно начислено 17 миллионов 400 тысяч, 2 миллиона в дорожные фонды и так далее. Ну а сейчас простая арифметика. Сначала все эти цифры прибавляем, а затем делим на количество работников налоговой инспекции. И после всех этих расчетов и получается, что каждый инспектор заработал миллион. Улица Орджоникидзе, 28. В течение первых 3 месяцев Нового года практически каждый житель Сыктывкара должен будет прийти сюда и открыть эти парадные двери. Жители других городов, сел и деревень будут открывать другие двери, но тоже налоговой инспекции. Дело в том, что гражданин обязан будет прийти в налоговый орган вот к этим дверям и зайти в кабинет по налогообложению доходов граждан, физических лиц и составить декларацию о своих доходах. Ну, в доход будет включаться заработок с основного места работы, а также все другие заработки, которые будет гражданин получать в течение года не по основному месту работы. Александр Наполеонович Аганезов, начальник отдела налогообложения физических лиц Государственной налоговой инспекции по городу Сыктывкару. Хочу сказать, что граждане, которые получают свой доход только по основному месту работы и других источников существования нету у него, а только основной заработок, то эти граждане в следующем году за 92 год не будут приходить и сдавать декларацию о своих доходах в налоговый орган. А теперь информация для размышления. За укрытие личных доходов полагается штраф в размере до 500 рублей и взыскание всей суммы сокрытого дохода. А за непредоставление декларации штраф в размере 10% от причитающихся к уплате сумм налога. А теперь думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь вам дело с налоговой инспекцией. Центр организации обучения социальным технологиям фирма «Оптима» смоделирует и создаст оптимальную экологическую нишу для вас и ваших близких. Ваше здоровье из тех немногих ценностей, которые не имеют цены. Это оптимальное вложение ваших капиталов. Фирма «Оптима». Ровно месяц тому назад, 1 октября, члены жюри, представители фирм-спонсоров нашей программы назвали первого победителя конкурса идей «Как заработать миллион». Вот он, студент Коми-педагогического института Антон Семенов. Сейчас вы узнаете имя следующего обладателя приза в 10 тысяч рублей, победителя октябрьского конкурса. Но сначала, как всегда, коротко об идеях, прозвучавших в прошлой программе. Член-корреспондент Российской академии естественных наук, научный сотрудник Института геологии Коми-научного центра Яков Юдович доходчиво объяснил, как можно зарабатывать крупные суммы в валюте, финансируя в рублях научно-технический журнал «Народное хозяйство Республики Коми». Зарубежные фирмы, проявляющие повышенный интерес к нашей республике и нуждающиеся в серьезной информации научного характера об экономическом потенциале Коми, готовы расплачиваться долларами за приобретение дайджестов, которые Коми-научный центр собирается выпускать на основе этого журнала. Вложив сегодня несколько сотен тысяч обесцененных рублей в издание журнала, завтра вы можете получить десятки тысяч в твердой валюте. Руководитель проектной группы объединения Коми-нефтепродукт Николай Костин в популярной форме изложил свою идею экономии электроэнергии на автозаправочных станциях.
По его расчетам получается, что если при подаче топлива в заправочный шланг вместо электроэнергии использовать энергию сжатого воздуха, можно сэкономить миллионы рублей в одной только нашей республике. Независимый фоторепортер из Сыктывкара Вячеслав Шульгин придумал новую игру, которая, на его взгляд, отвечает известному принципу – ловкость рук и никакого мошенничества. Правила игры предельно просты. Попасть монетой в емкость, установленную на дне заполненной водой банки. Казалось бы, чего проще. Направь монету точно в цель, а остальное за тебя сделает закон о направлении силы тяжести, который, несмотря ни на что, действует даже в России. Однако не все так просто. Как показал опыт, произведенный фоторепортером в центре Сыктывкара, лишь каждая пятая попытка оборачивается удачей. Все дело в особых физических свойствах воды, используя которые и играя на интерес, можно за один летний сезон стать миллионером. Любопытно, что после того, как автор рассказал о придуманной им игре в нашей прошлой передаче, зафиксировано несколько попыток со стороны отдельных телезрителей внедрить игру в самые широкие массы трудящихся столицы республики. Ученик 11 класса Сыктывкарской средней школы номер 21 Николай Шарапов считает, что сотни тысяч изобретений, которые безо всякого применения пылятся на полках, это колоссальное богатство, пропадающее в туне. Именно сейчас, в условиях нарождающегося рынка, необходимы посреднические фирмы, которые, наконец, замкнут цепь между идеями изобретателей и их внедрением на производстве. Бизнесмен из США Томас Мозер с каждым своим приездом в нашу республику отмечает все большее стремление людей обзавестись личной собственностью. Люди строят дачи, испытывая жестокий дефицит во всем необходимом для этого. Можно быстро разбогатеть, создав фирму, которая бы сдавала в аренду дачникам строительные инструменты, от самых простейших до самых сложных, считает владелец мебельной фабрики из штата Мэн. Валентина Киселева, заместитель начальника отдела перспективного развития акционерного коммерческого банка «Комибанк». Я считаю, что наиболее удачный вариант предлагает американский бизнесмен Томас Мозер. При возросшей любви наших горожан к сельскому хозяйству он имеет реальную возможность в течение года заработать это миллион по сравнению с нашими бизнесменами советскими, которые этого сделать не могут. Михаил Глузман, президент акционерного общества «Илыч». Самый близкий путь к миллиону – это вот то, что предлагает Шульгин. Но единственное, что здесь необходимо для того, чтобы реализовывать эту идею, необходимо действовать в строгом соответствии с законом. Вот, то есть это должно быть место оборудовано для этой игры, должен быть четкий учет доходов от этой игры, для того, чтобы можно было обложить налогом эту игру. То есть выполнить ряд условий для того, чтобы этот доход был легальный. Тогда это действительно идея принесет, я думаю, быстро принесет миллионам и больше. Владимир Липатников, президент Союза предпринимателей Республики Коми. Я бы отметил два. Первое – это игра с водой. Там чисто, видимо, физические явления используются. Но я считаю, что с точки зрения предпринимателя это не очень серьезно, хотя миллион заработать можно моментально. А я бы отдал предпочтение идее Юдовича о издании такого дайджеста. И думаю, что если серьезно подойти к этому делу, миллион заработать безусловно можно. Даже сомнений в этом никаких нет. Игорь Туркин, генеральный директор информационно-коммерческого бюро Коми АБ. С моей точки зрения, лучшее предложение было у Юдовича, поскольку действительно издательское дело – это прибыльное дело. Главное вопрос в том, как, с каким качеством и что будут печатать. Но, в общем, я считаю, что идея Юдовича, она заслуживает того, чтобы стать первой идеей в этом конкурсе. Яков Ильич, мы пришли к вам сказать вам приятнейшее известие, что вы стали победителем нашего конкурса «Как заработать миллион». Шутки, бросьте шутки, этого не может быть, потому что вместе со мной там были такие деловые коммерческие предложения. Я с трудом поднимаю наш приз. Держите. Ну, понятно, это просто чистое золото, видимо, потому что золото очень большой плотностью обладает, да, или платина. Вау, действительно, никогда не видел даже таких денег. 10 рублей? Это мечта коллекционера. Да. Мечта коллекционера. Правда, 20 рублей. Вот, я телезрителям покажу. Такую монетку, может, никто не видел. Я сам первый раз вижу. А вот здесь сзади российский орел такой пощипанный, но все-таки похожий на орла. Да, ну замечательно, большой сюрприз.
И вся эта мелочь, вот все вместе, это наш приз 10 тысяч рублей. Скажите, а вы нашли спонсора на ваш журнал? Пока нет. Пока нет, но я думаю все-таки, что благодаря вашей передаче все-таки найдутся толковые люди среди бизнесменов, которые должны понять, что такой журнал на дороге не валяется. И когда есть готовый журнал, готовая высокопрофессиональная редакция, то вложить туда деньги ну просто необходимо. Итак, второй победитель конкурса на лучшую идею «Как заработать миллион» Яков Юдович, член-корреспондент Российской академии естественных наук, доктор геолого-минералогических наук Института геологии Коми научного центра. Акционерный коммерческий Комибанк – один из крупнейших кредитно-финансовых институтов России. Акции Комибанка – ваша защита от инфляции. Мы сейчас в торговом центре Усысольска. Это бывшая базарная площадь. Здесь она появилась с 30-х годов 19 века. А до этого находилась в этом же месте, только немножко в стороне, у Троицкого собора. Раз в год, 24 ноября по 4 декабря, здесь собиралась крупнейшая в крае Георгиевская ярмарка. Я уточню для телезрителей, где мы находимся. Сыктывкарцы, возможно, узнали это место. Это парк культуры отдыха имени Кирова. Рассказывает этнограф Михаил Рогачев. Здесь был центр, сердце городской торговли, и магазины рядом находились. Вообще в крае в то время было 15 ярмарок в начале 20 века. Но это была Георгиевская, крупнейшая, безусловно. У нее самый большой оборот был 169 тысяч рублей в 910 году. А все ярмарки в то время давали оборот около 300 тысяч рублей. Ярмарка, она чем отличается? Это место оптовой торговли. Сюда приезжают купцы со всех окраин русского севера. С Сольвычегодска, с Великого Устюга, с других городов. Привозят оптовые партии товаров. Ну, например, только здесь можно было в Усысольске купить посуду, фаянсовую, фарфоровую. Мануфактуры здесь торговали, а вывозили меха, прежде всего меха, рыбу и дичь. Вот это был основной, так сказать, продукты, которыми торговали на этой ярмарке. Ну и, конечно, ярмарка это была не только торговля. Это был праздник всего города. Это было народное гуляние. Здесь вот на горке устраивалось катание на санях. Молодежь каталась. Здесь ставились торговые палатки и временные трактиры, где народ гулял. Здесь было своеобразный парад мод местных красавиц. На ярмарку приходили не только покупать, но и себя показать и других посмотреть. Одним словом, 10 дней город жил Георгиевской ярмаркой, разноцветием ярмарочных товаров. Здесь сделались большие обороты. Не случайно ярмарка была в то время основным способом торговли, что ли, в крае. И проводилась зимой, когда можно было приехать. Но, к сожалению, все это уже ушло. А может быть, учитывая то, что у нас сейчас торговля по-прежнему не бог весь как развита, и стоит восстановить этот старый, забытый, дедовский способ торговли. Может быть, тут-то и можно заработать миллион. Ну а теперь конкурс. И начинает его сегодня один из авторов программы. Что поделаешь, раз пришла человеку в голову идея, и он непременно желает поделиться ею со всеми остальными. Мы со своей стороны надеемся, что беспристрастное жюри будет особенно сурово к конкурсанту, решившему в условиях буржуазных свобод открыто воспользоваться своим служебным положением. Обратите внимание на эту воду. В бокале живая вода, в банке мертвая вода. Мертвая вода – это та вода, которая течет в наших водопроводах. Ну, куда она годна? Она годна только для того, чтобы тушить пожары. Ну, поговорим о живой воде. Живая вода – это та же вода из того же водопровода, но как она была достигнута такого качества? Я наливаю из обыкновенного водопровода в кастрюлю воду и ставлю на балкон. Все остальное делает мороз. Вот обратите внимание, внутри желтое – это как раз и есть мертвая вода. А по бокам лед очень чистый – это уже живая вода. Качество и вкусовые, и лечебные этой талой воды настолько эффективно, что кто хоть когда-нибудь попробовал эту воду, тот уже никогда не будет пить вот эту грязную воду. Я думаю, что наладив выпуск массовый
выпуск этой воды живой для снабжения, значит, детских садов в первую очередь, ресторанов, кафе, столовых, ну то есть всех точек общественного питания, можно заработать миллионы. Причем не один, не два, много. Наладив массовый выпуск этой живой воды. Причем затрат, минимальные затраты. Нужно большую только емкость, где-то за городом, наливать эту воду, и остальное делает Мороз. Я думаю, каждый уважающий себя гражданин не откажется купить вот стаканчик вот этой целебной воды. А наладив выпуск и в магазины, в кафе расфасованную воду, мы будем иметь большую прибыль. Вернее, тот, кто займется этим бизнесом. И я думаю, новое поколение будет выбирать не пепси-колу, не кока-колу американскую, а вот именно нашу, отечественную, хорошую воду. Удачи вам! Вкус исключительный. Вадим Горбунов, инженер Сыктывкарского монтажно-наладочного управления. Идея моя очень простая и, пожалуй, доступная для исполнения небольшому творческому самостоятельному коллективу, можно сказать, даже так частному. То есть все прекрасно знают, сыктывкарцы, что у вас в свое время существовал магазин «Сделай сам». В этом магазине можно было купить уголки, трубочки, все, что хочешь. Так вот, моя идея сделать подобный магазин, но в этом магазине должна быть небольшая мастерская. Набор станков небольших, универсальных, ну, к примеру, токарный, фрезерный, сверлильный, наждачный круг, и принимать заказы от покупателя. То есть покупатель подошел, взял что-то, понравилось ему, какая-то деталь, трубка, уголок, ну, ему там немножко что-то надо сделать. Ну, вот он в эту мастерскую отдает, посмотрели, что ему, посоветовали, вот так и так. Хорошо, заказ принят, и тут же, может быть, даже при нем этот заказ выполнить. То есть магазин, мастерская. Да, магазин, мастерская, совершенно верно. То есть, не отходя от кассы, сразу же покупатель получает то, что ему нужно. И если пойти дальше, то, в принципе, можно сделать мастерские при каком-то домоуправлении, к примеру. То есть там, где жилой большой массив, можно сделать, и там тоже можно это сделать. Больше того... Подвалы, да? Да, к примеру. Подвалы уже очень многие, они не... Да, они же не заняты практически. То есть там можно оборудовать мастерскую, может быть, даже давать какой-то инструмент в прокат. И на этом можно заработать. Можно. Александр Еремишинский, заместитель директора по коммерции одной из туристических фирм Сыктывкара. Ну, мой способ заработать миллион — это одна из игр именно для горожан, то есть для нашего города. Назвал ее «Автолото». Предназначена она для нашего пассажирского автотранспорта и представляет собой аналогию игры «Спорт-лото». Фактически это получается 5 из 36. Вот мы примерно посчитали, где-то получается у нас 35-37 городских маршрутов. Вот. Ну и, соответственно, получается карточки, похожие на игру «Спорт-лото». Карточки «Автолото» распространяются, значит, свободными распространителями или же через систему союзпечати. Далее, покупатель, купивший карточки, зачеркивает полюбившиеся маршруты или же маршруты теми, что он почаще всего пользуется. И, соответственно, его карточка поступает в систему игры «Автолото». Далее, на лототроне разыгрываются все городские маршруты. И выпавшие маршруты шариками, или же, положим, это будет электронное табло, вот, соответственно, выигрывают. Система здесь сводится к тому, что даже если покупатель, зачеркнувший любимые маршруты, не выиграл свою карточку «Автолото», то все равно он выигрывает косвенно, то есть своим зачеркнутым маршрутом. То есть фонд, который выделен будет на развитие этого маршрута, финансовый фонд. То есть я понял так, что если, например, выпадает шар на маршрут номер 1,
то львиная доля денег направляется как раз на этот маршрут. Конечно. На устройство этого маршрута. Да, львиная доля денег выделяется именно на этот маршрут, на номер 1. То есть маршрут получает или же новые запчасти, или же новый автобус. Вот, и, соответственно, ни царапин в автобусе номер 1 не будет, и, соответственно, будут все кресла целые. То есть у пассажиров стимул зачеркивать, играя в эту игру, именно свой маршрут. Именно свой маршрут, конечно. И кто может заняться организацией этого автолото? Так, ну, в принципе, система автолото, она придумана мною для пассажирского ТП, но, в принципе, могут организовать эту игру любое акционерное общество, товарищество, даже частное лицо. То есть это игра для небольшого города. По примерным подсчетам, миллион можно выиграть фактически месяц, два, три, где-то вот так, в этих пределах. Юрий Зайцев, слесарь-жестянщик Ухтинской птицефабрики. Самым стабильным и выгодным товаром в данное время являются энергоносители. В будущем они будут также и выгодным, и надежным товаром. В настоящее время используются наши неиспользуемые недры, обедняются, поэтому надо переходить к использованию ветровой энергии, энергии малых рек. Мной изобретен ветряной двигатель, позволяющий увеличивать мощность ветряного двигателя в несколько раз, не увеличивая диаметр рабочего колеса. Для создания многоцелевых ветродвигателей различной стоимости, различного назначения, различной мощности нужны, конечно, сначала опытные образцы и база, но этого как такового нет. Выгоды, конечно, налицо. Это экологически чистое производство этих ветряных двигателей. Использоваться могут на дачных участках, на небольших поселках. Моего ветродвигателя не найдено достаточно веских аналогов. И я уверен, что в течение 3-4 лет, ну, может быть, даже и 2, его изготовление принесет большие прибыли. Еще выгода его в том, что при производстве мощных ветродвигателей энергия, получаемая от них, может быть тем же товаром, то есть сразу продаваться государству. Елена Лихачева, тренер по конному спорту Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума. Но суть моей идеи заключается в том, чтобы создать частную племенную ферму. Это вообще-то не только моя идея. Маша Колесникова, третьекурсница Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума, соавтор идеи. После неудачного падения с лошади получила травму и сейчас находится в больнице. Хотел закупить племенных лошадей и заниматься именно племенной работой с лошадьми. Но это, конечно, невозможно без испытания лошадей, без конного спорта. И вообще на содержание этих лошадей уходит очень много денег. Но и прибыли, я считаю, тоже. От них можно получить достаточно. И как быстро это можно получить? Ой, быстро здесь не получится. Зато надежно, да? Надежно. На это нужно время. Но племенные лошади очень, во-первых, сильно ценятся. Это деньги, можно сказать так. Вот, например, рысак обычный, если он прошел хорошее испытание, если у него показана отличная резвость, то стоит сейчас не меньше 150, я считаю, тысяч. Да. Насколько я знаю, таких лошадей можно продавать из СКВ? Можно. Именно это она и хотела сказать. Да. Начало, так я понимаю, у вас уже положено. Насколько я знаю, вот эта вот капель, это ваша личная лошадь? Да, я ее купила сейчас именно для этих целей. Чтобы создать свою племенную ферму. И она теперь моя личная лошадь. Мы же собираемся организовать досуг людей. То есть, помимо племенных целей, у нас еще задача приобщить людей к лошадям. То есть организовать какой-нибудь конный прокат, прокат на лошадях в экипажах или конный туризм. И все это реально, да? Конечно, реально. Главное, чтоб нам... Ой, стой. Неспокойно, да? Да, неспокойно. Главное, что? Главное, чтоб
нам не запрещали это, давали поддержку в этом направлении, чтобы мы смогли этого добиться. Очень трудно сейчас пробить все это. В смысле, чтобы землю эту достать именно в том месте, где нам нужно, чтобы нам ее дали. Сейчас это самое главное. Маша, после падения с лошади ты не отказалась осуществить свою идею, создать частную коноферму? Нет, обязательно создам. Если даже мне никто не поможет, я все равно создам. Вот и все идеи на сегодня. Ровно через месяц жюри большинством голосов назовет победителя ноябрьского конкурса. Ну а мы, как всегда, ждем ваших предложений на тему о том, как заработать миллион по телефону в Сыктывкаре 32604 или по адресу 167-201, Сыктывкар, абонентский ящик 1130. Мы готовы рассматривать все ваши идеи, господа, какими бы фантастическими они ни казались на первый взгляд. Никаких ограничений, кроме одного, заключенного в названии нашей программы. Два слова о традиционном денежном призе. Ползучая инфляция сделала свое черное дело. 10 тысяч в сентябре – это 15 сегодня. Так что 1 декабря победителя конкурса идей «Как заработать миллион» ждет приз в 15 тысяч рублей. Ваши идеи по нашему телефону в Сыктывкаре 32604. Комисельхозбанк – ключ к вашему благосостоянию. Наш адрес – Сыктывкар, улица Ленина, 53. Телефон 223-23. Комисельхозбанк. Информационно-коммерческое бюро КОМИ АБ – это установление перспективных внешнеэкономических контактов, юридические, аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги по заявкам правительственных и предпринимательских структур республики. КОМИ АБ – это создание совместных предприятий с участием компаний и фирм из Дании, США, Голландии, Германии, Люксембурга и других стран. КОМИ АБ – партнер фармацевтической компании Merck Sharp и Dohme, входящей в десятку самых процветающих компаний мира. КОМИ АБ – это привлечение иностранных инвестиций в реализацию крупных проектов на территории Республики Коми. Друзья, прекрасен наш союз. Союз предпринимателей Республики Коми. Спонсоры программы «Как заработать миллион». Союз предпринимателей Республики Коми. Информационно-коммерческое бюро КОМИ АБ. Акционерное общество «Илыч». Акционерный коммерческий банк «Коми Банк». Независимая студия документальных видеофильмов «Оси» создает рекламные ролики и размещает их в авторской программе «Как заработать миллион», а также в самых популярных передачах российского телевидения. Контактный телефон в Сыктывкаре 32604. И напоминаем, вы смотрели авторскую программу Сергея Сорокина, Татьяны Рожиной, Александра Ильина, Николая Аникина «Как заработать миллион», над которой также работали видеоинженеры Альберт Ялков, Аркадий Андреев, операторы Николай Богданов, Лев Смирнов, звукорежиссер Нина Елькина, художник Владимир Рожин, голос за кадром Валерий Чернивский.